Региональное управление Федеральной антимонопольной службы России запросило информацию о ценообразовании на куриные яйца у единственного производителя – Зеленецкой птицефабрики. С октября яйца значительно выросли в цене, и не только в Коми, по всей стране. Стоимость одного десятка, например, в Приморье, перевалила за 200 рублей. Накануне ситуацию детально разбирали в правительстве России. Меры по стабилизации цен уже выработаны. Подробнее Алексей Корчма. Яйца Коми Кольк от Зеленецкой птицефабрики не только узнаваемый бренд республики, но для многих теперь весьма дорогое удовольствие. 97 рублей за десяток. Крупные торговые сети тоже за ценой не постояли. Где-то на пару рублей больше, где-то чуть меньше, но рост очевиден. И рост значительный. Дорого. Очень. У нас в лесозаводе 117. Видела цены и не взяла, потому что очень дорого. Ну, конечно, мы на пенсии каждую копейку посчитываем. Ходим в один магазин, другой магазин, по скидкам собираем. Где поищем подешевле, но уже нету, мне кажется, подешевле. Ну, по-моему, обычно под Новый год где-то яйца в цене возрастают. Ну, наверное, Зеленецкую свою закрыли фабрику, поэтому вообще-то у них яйца тоже дорогие были и раньше. После закрытия Интинской птицефабрики Зеленецкая осталась единственным в Коми производителем куриного яйца. С 2016-го процесс организован на площадях бывшей Сыктывкарской птицефабрики. Судя по информации на сайте, ежедневно здесь производят около 300 тысяч яиц. Птичий грипп сюда не добрался, падежа поголовья не было, но при этом повышение стоимости яиц на Зеленецкой объяснили нерентабельностью производства. Производство яйца на предприятии является нерентабельным. Это обусловлено высокой себестоимостью продукции, произведенной в условиях севера, где затраты на производство существенно выше. Периодически предприятие вынуждено реализовывать куриные яйца по ценам ниже себестоимости и ежегодно имеет убыток от данного вида деятельности. В настоящее время в связи с ростом стоимости яиц на рынке предприятие увеличило цену реализации с целью минимизации убытков. Однако даже установленная цена реализации не покроет понесенные предприятием затраты. По данным регионального Минсельхоза, самообеспеченность республики куриным яйцом чуть более 48%. Остальное – завозная продукция. Индекс потребительских цен в Коми превышает общероссийский. Рост закупочной цены на яйцо с середины года производители объясняют увеличением затрат на производство. В 2022 году отдельные товаропроизводители не повышали цены на свою продукцию, несмотря на рост себестоимости. Поэтому в текущем году мы частично наблюдаем отложенный рост цен 2022 года. Кроме того, на потребительской цене сказывается увеличение логистических затрат, в том числе расходов на ГСМ. В октябре по стране яйца подорожали на 13% по сравнению с сентябрем, а с начала года более чем на 18%. Это данные Росстата. Самый большой рост цен зафиксирован в Приморье, где за десяток просят 190 рублей, а на рынке домашние яйца могут стоить и 200. В правительстве уже выработали ряд мер по сдерживанию цен. Минсельхоз прорабатывает возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторг проведет работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены. Федеральная антимонопольная служба России, в свою очередь, проверит производителей на возможный ценовой сговор. В связи с повышением цен на яйцо куриное на территории Российской Федерации Федеральной антимонопольной службы принято решение о проведении проверки производителей, я подчеркиваю, производителей яйца куриного на предмет обоснованности установления цен на свой товар. В связи с чем в настоящее время Коминфас России запросила у наших производителей всю полную информацию по себестоимости продукции за 2022-2023 год. Данная информация будет сведена и отправлена в Федеральную антимонопольную службу для последующего анализа на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства на данном товарном рынке. Комиуфас направила запрос птицефабрики Зеленецкой, и до конца ноября информацию передадут в федеральное ведомство для анализа обоснованности цен. Алексей Корчма, Богдан Акопян, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.